И думаю, тоже пора уже заканчивать наше путешествие, так скажем, и осеннюю охоту. Это уже, считай, я закрываю осеннюю охоту. Ну вот, ребят, 20 число. Будем собираться домой. Сегодня уж в тайгу не пойдем, не выходим. Вчера последний выход был. На улице 0 градусов. 6 часов 40 минут утра. Буду собирать вещи, чтобы ничего не забыть. Ну и спешить не стану. Спокойно так будем собираться. И поедем. Немножко замерзла она. Так себе. Наверное, вода еще и нету льда. Корка небольшая. Ну так, терпимо. Самая прекрасная погода. Вчера шел снега, сегодня вон как. Приятно. В такую погоду хочется больше бродить. Да, Тулан? Но мы, к сожалению, уже все. Пора ехать. Будем собираться, да. Я бы еще недельку тут пожил. Потому что снега еще мало. Когда снега много, уже ходить трудно. А сейчас вот самое то. Ну, еще бы 10 сантиметров, вообще класс. Да? Быстрый завтрак тебе организую. Иди. Ну, Тулан, vigyázz, иди. Ну-ка, место! Господь! Господь! Vigyázz, кучен. Сейчас я уйди там. Ну, Тулан! Сейчас подожди. Питай. Лупаш. Мешаем. Ладно. Так, Тулан. Ну-ка, марш-татись. Куминичтен шуаны. Он бурак понимает.
Ну вот и все, ребят. Я уж собрался. Везде порядок. Мышеловку так оставлю, пусть ловит мышей. Хоть одного уничтожим и то. Так, ну что сказать про печку. Печка вообще удивительно меня порадовала. Немножко, конечно, сами видели вон следы конденсата, который мучал меня. Но переделал, отремонтировал, все нормально. Здесь тоже протекало, ну как бы умудрялась наружу выходить. Немножко надо на ночь чуть-чуть зазор, хоть миллиметр оставить. Если кто-то будет также по моей конструкции делать печи, всем в принципе рекомендую вот все так же сделать. Но мой совет, вот здесь у меня 80-ка труба стоит для того, чтобы регулировать, как будет гореть ваша печь. Ставьте 100, не пожалеете. 100, ну, смотрится как будто больше, но я вам советую, ставьте 100, не меньше 100. Здесь, в принципе, вот я затапливаю, потом воздуха, когда полная печка дров, воздуха не хватает, и потом это фыркает, фук, работает, короче. Приходится вот так, приоткрою, и буквально 10-15 минут горит, все загорается, закрываешь это чуть-чуть, убавляешь и все. Сейчас я оставляю открытым, пусть тяга будет. Меньше будет снегом забываться труба. Ну, только остается отблагодарить. Спасибо, изба. Было тепло, хорошо, до сих пор жара тут. Блин, сколько там? 18 дней мы здесь жили. Вообще класс. Отдыхали конкретно. Спасибо, изба. Вот, тут у нас получается что? Дровишки расколол. Если вдруг, скажем, в беду какой-нибудь человек попадет, дрова есть, спичка оставил, 2 пачки там есть, еда тоже есть на скорую руку. И что еще? Здесь тоже, в принципе, тоже дверь приоткрытым оставим. Пусть продувает. Предбанник есть, если есть предбанник, значит надо приоткрытым оставить. Пусть воздух гуляет. Вот так. Ну все. Здесь тоже, в принципе, территория нормально так. Весной уже займемся этими кирпичами. Пусть до весны тут стоит. Может, куда-нибудь уберу. И не знаю, у меня получится нет приехать. Вряд ли получится уже в этом году до Нового года приехать. Но как сможем, приедем обязательно. Хотя бы на Буране, если будет наст хороший, на Буране приехать и привезти стройматериалы. Будем продолжать менять вот это бревно. Смотрите, какое оно гнилое. Это на вид, он крепкое, хорошее. Но пора уже менять, 20 лет прошло. И вот этим будем заниматься примерно в мае месяце. Если зимние походы в эту избу не будет, ждите месяц май. Обязательно приедем, будем что-то дальше ремонтировать. Поход будет. Вот. Жар идет от печки еще. Потому что, вон, смотрите, по трубе деготь, как идет там конденсат сверху. Вообще жесть. Ужас. Что еще добавить? Вот так. Ладно, ребят, буду заканчивать. Сейчас поедем домой, и по пути еще остановимся на первой избе. Там надо лодку убрать. Ну и, в принципе, еще, как сказать, только остается отблагодарить тайгу. Спасибо большое, тайга, что нам дала дичь, рыбу. Большое спасибо. И избе большое спасибо. Все, короче. До следующего раза, изба. Обязательно вернемся, будем ночевать, дальше охотиться, рыбачить. А сейчас мы поедем.
Летом тут остров был. Островка нету вот тут. Очень много воды сейчас. Подплываем к первой избе. Здесь остановлюсь. Надо поднять лодку. И погреться. Вообще такой шторм попадали. Снегопад очень сильный был. Здесь снега вообще не выпало, а там в верховье капец. Прям вообще ничего не видно было. Вон у Лана. Туда. Уши еще в снегу. Набиты уши. Вот. Лодку поднимем. Погреемся. Ай, блин. Пипец. Подъем, конечно. Вон там смертельно страшная туча идет. Через это мы прошли. Рано или поздно сюда дойдет. Ну вот это первая изба. Кто первый раз на моем канале. Едем со второй. Это первая. Здесь луга. Все это 1000 раз уже снимал. Вот так. Лодку здесь оставляем. И мы сейчас дальше пойдем. Вот так. Уже немного осталось. Еще светло. Доедем. Сухостой еще стоит. Держится. Так, здесь немножко закрыть надо. Баня. По-черному тоже. На карта памяти осталось на 15 минут съемки память. И думаю, тоже пора уже заканчивать наше путешествие, так скажем. И осеннюю охоту. Это уже, считай, я закрываю осеннюю охоту. Потому что до зимы сейчас уже у меня походы немножко приостановятся. И уже дальше походу пойдут зимние на снегоходе. А может чуть пораньше, конечно, пешком могу прийти. Ну, не знаю, вряд ли. А на снегоходе уже будем сюда приезжать на рыбалку. Может и косачи будут. Будет охота еще на косачей. Ну, что можно сказать? Это очень богатая. Кто может держать ружье, кто ходил на охоту, думаю, все домой приходили с добычей. Потому что в этом году уже давно этого не было. Уже несколько лет мы в наших лесах дичи не было. А в этом году дичь была. Много было рябчиков. Именно вот с этой избы я ходил, стрелял, я показывал вам фильмы. И здесь на второй избе, откуда мы сейчас едем, тоже нормально я охотился. Блин, нельзя жаловаться. Это нормально, я считаю, это хорошей охотой. Конечно, чуть-чуть не повезло с добычей глухаря. Ну, что поделаешь. Глухарь, он, блин, ну, не повезло подстрелить.
именно из-под собаки. Ну, очень большое желание было вам показать именно добычу глухаря, подстреленная из-под собаки, но не в этом году. Зимой, ну, тоже, думаю, вряд ли, конечно, охота будет на глухаря у меня, но давайте дождемся следующего года и посмотрим, может, в следующем году повезет. А в этом году, к сожалению, с добычей глухаря из-под собаки не повезло. Один единственный шанс был, который я вам показал, но промахнулся. Что поделаешь. Насчет тулана. Есть зрители, которые именно что-то ждали от моей собаки, что он будет супер-мупер, ну, не знаю. Не знаю, как... Все зрители разные, и все ждут чего-то, ну, необычного. Многие ждали, что тулан там вообще не будет работать. Многие думают, что тулан хорошо работает. И я сейчас уверенностью, стопроцентной уверенностью хочу сказать про тулана только положительное. В прошлом году я от него еще ничего не ожидал. И он себя, ну, показывал по крупному зверю. И гонял он и лосей, и оленей, это стопроцентно. Но в этом году он ни разу нигде не пропускал боровую птицу. Глухарей, кополух, рябчиков, косачей. Нигде ни разу. Где они были, всегда он лаял. Но, к сожалению, птица такая поздней осенью уже осторожная. И добыть, к сожалению, нам из-под собаки не удалось. Но одну кополуху, которую я не показывал, это он из-под собаки выскочила и села, но собака лаяла. Но тоже с одного дерева перелетела, и чуть-чуть я успел выстрелить. Еще бы пару лай, и улетела бы, потому что вообще не терпит собаку птица. Ну, из-под собаки хорошо стрелять, конечно же, молодую птицу, которая еще любопытная, глупая, так скажем. Но эта охота почему-то мне стала неинтересной. Я всегда езжу поздней осенью. Уже несколько лет я показываю эти фильмы. И стараюсь добыть уже самых, как сказать, хорошую птицу, жирную, так скажем, крепкую. Но когда как повезет. Так, ребят, у меня, ну да, время еще есть. Могу еще поболтать. Вот. И что еще добавить? Насчет рыбалки тоже, ну, немножко порыбачил, немножко поймал рыбу. Весь процесс рыбалки, конечно же, да, и весь процесс охоты все не поснимаешь. Вот. По возможности что-то показал. В реальности, как охотники живут. В принципе, так и живем. Так и охотимся. Вот. Моторка, что моторка? В принципе, не подводила. Насчет мотора я в своей какой-то серии рассказывал, какой лучше, какой хуже. Потом уже сами решайте, что брать. Вот. Очень мелкая вода была, поднимались. Первый раз, когда поднимались, ужасно мелкая вода была. И, ну, доехали. Доехали, потому что у меня изба не так далеко, как раньше я охотился. Это было 80 километров от, как сказать, от села. И заторы, конечно, там серьезные. Я в этом сезоне сейчас хотел, вот с ночевкой еще последние дни хотел туда подняться, на эту избу. Я рассказывал вам. Но, знаете, планы поменялись, потому что мне надо ехать домой. И, блин, немножко, наверное, ну,
я не знаю, что и добавить. Наверное, самому не так была охота сходить. Если мне было большое, если было большое желание, я, конечно, меня никто не удержал бы, я бы сходил. Но в последнее время, сегодня вообще уже как-то я расслабился, и с утра я проснулся так лениво ходил туда-сюда вообще. До сих пор. Ну, все мышцы еще болят, и ну, каждый день 15-20 километров ходить, это, ну, с непривычки, но нормально, так и должно быть. Ну, что еще добавить? Я не знаю, это вроде все показал, все рассказал. Вот. Ждите очередные фильмы, охоту, рыбалку. Все, будет у меня тулан ушел, блин. Он может и надолго уйти. Вон он идет. Вчера вообще идеально работал. Я его вообще, ну, за целый день, наверное, 2 или 3 раза подходил только ко мне. Энмон, не кричи! Энмон, сейчас летим горта. Да, пойдем домой. Энмон, не кричи, туда. Да, эта собака редкость. Давно у меня такой собаки не было, чтобы вот, блин, так на все работал. И на зверя, скажем, и на птицу. Это редкость. Ну, нет слов. Нет слов. Глюки бывают. Я не знаю. Ну, дома это 100%, он непослушный, но и у него минус ухо. Немножко плохо слышит. Есть минус. Это я заметил. Это уже позапрошлом году и в прошлом году. И в этом году тоже. На ухо он слабый. На ухо слабый. У Айды было, как сказать, она зрением брала. Айда пока не увидит, она не залает. Вот. Вчера один лай у него был холостой. Это, холостой это в том смысле, из-под него взлетела куропатка, и она сразу выше, между деревьев. И в холостую он лаял как его. Я слышал, гоготанием он улетел, куропатка. А тулан, вот это впустую он залаял. А так, все время, я как говорил, не хочу хвастаться, вообще не хочу, но рассказываю как есть. Как есть. И тулан действительно рабочая собака. В данный момент, в этом году он хорошо вообще себя показал. Не знаю, что будет дальше, ничего не могу сказать. Может поменяется, может ленивый станет, может еще какие-то проблемы. Но я пока доволен им, очень даже. Да, Тулан? Вот, сел, ждет, ему хочется домой. Вот. Ну и дальше, наверное, рассказывать ничего не стану. Хочу всех отблагодарить за ваши просмотры, за ваши лайки, которые некоторые под каждой серией просто ставят лайки. Тоже большое вам спасибо за понимание, за поддержку. И потихоньку канал растет, прибавляется. Будем дальше снимать, работать. Ждите зимние фильмы. И всем приятного просмотра. Всем пока и будьте здоровы, не болейте. Это самое главное, ребята. Остальное это ерунда. А мы сейчас поедем домой. Спасибо вам еще раз за ваши просмотры. Пока.